Рамиль Хадрат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Так, пожалуйста, представься, так, чтобы людям было понятно, кто ты, откуда. Ну, сам я. Здесь коренной житель Солянки. Родился, вырос здесь в Солянке. Работаю имамом в Три Протоки. Учитель Три Протока. Рамиль Ниязов, да? Веду религиозную деятельность. Рамиль Ниязов Равильевич. Я вот по поводу хотел спросить тебя, национальность нашей истории, что ты знаешь, можешь сказать то, что тебе дошло от твоих дедушек, бабушек, от отца, что они тебе говорили, кто ты есть, откуда мы взялись, что ты знаешь, может быть, в 2-3 словах. Понял. Я, к сожалению, истории нету как сохранившейся, не знаю истории. Но знаю то, что село Солянка — это село Нувайское. Здесь коренные жители сами — это Нувайлар. Потому что, если спросить у коренных жителей, то они скажут то, что без Нувайлар. Старики, да? Да, стариков уже не осталось, у кого можно так спросить. А так вот, их дети все равно скажут, что мы без Нувайлар, потому что так наши старики учили нас. Но и есть, конечно, есть казанские есть здесь, и приезжих много тоже есть, которые приехали. Но в основном коренное — это население здесь Нувайлар. А вот ты говорил, у тебя дед был религиозный тоже, да? Да, дед, не дед, это был прадед. Да, дед был, Харис Бабам был, да, Сабусом. В 1932 году, если не ошибаюсь, вместе с Гумари, вместе там с целой делегацией, то есть, как раньше делало советское правительство, был арестован и депрессирован в Сибирь. И оттуда не вернулся, там и остался. Вместе с Гумари? Вместе с Гумари, да. Там уехал где-то 30 человек. Там есть эти данные в книге Абдурахмана Умари, есть такая книга написана. Там есть эти данные, там написано все. И там, если 25 или 30 человек уехал, только 3-4 вернулось. Это ссылки, что ли. Вот эти всех религиозных деятелей, короче. Их, конечно, не по религиозно обвинили, а то, что там как бы против советской власти, наверное, или как там, я не знаю, статью точно не могу вспомнить. Но я читал антиреволюционную пропаганду, что ли, что-то такое. Что-то такое. Здесь небольшой бунт поднялся, здесь то, что мечети закрылись. И Абдурахмана Умари здесь тоже как муфти или как известная личность тоже сюда приписали и тоже всех вместе выслали. А вот это Умари тоже Нугай был, да? Нугай Нагайцем было тоже? Да. Все они, короче, да, вот это? Да. Ты, короче, потомственный мулла. Можно сказать так, но, к сожалению, истории не знаем. А роду тебе что-нибудь доходило от старших людей? Я даже не искал даже. Спросишь? Да, буду искать, спрашивать тоже. А ты мне говорил, отец у тебя как шутил с тобой? Может, он шутил, Ахмангот говорил. Ахмангот. Может, сейчас монголы нагайцы какие-нибудь поднимутся, там, твои мангиты. Твоих, вот ты конкретно, тебе вот дедушка или твоя бабушка говорили без Нугайлар, да? Тебе так прям... Нет, дедушку я не видел. Дедушка еще когда отцу был 12 лет умер. А так, да, бабушка говорила Нугайлар без. Я вот тоже, сестра приходила, такой двоюродный, взрослый уже, я говорю, без Нугайлара, говорит, да, без Нугайлар. Все ясно. Все, Рахмат.